Пейзажи, натюрморты, портреты и сказочные сюжеты. У каждой из этих картин своя история. У детей, как известно, очень развита фантазия. С ее помощью они выражают свое видение окружающего мира. Поэтому детские рисунки всегда трогательны и наполнены особой жизненной энергией. Экспозиция дает возможность окунуться в волшебный мир детства, почувствовать сердцем то, что хотели передать юные художники. Данная выставка приурочена к Дню защиты детей и к 222-й годовщине со дня рождения Пушкина. На выставке представлено более 70 работ. Мы очень рады, дети с нетерпением ждали этой выставки. Мы часто ходили в музей, и им приятно было увидеть свои работы уже в качестве зрителя, как и они видели работы других художников. Темы рисунков дети выбрали самые разные. Здесь и времена года, и сюжетные картины, эпизоды из известных сказок, рассказов, стихов. Главная героиня работ пятилетней Тамары Цибулькиной – это ее мама. Это маму я нарисовала, это папу и маму. Там еще есть кружка, свечи, апельсины и еще одна кружка и цветы, вазы. Это на какой-то праздник у вас дома, да? Это у мамы было день рождения. Другая юная художница Сария Аршиба любит рисовать природу. Девочка использует интересную технику – рисование углем. Такой инструмент позволяет создавать картины, напоминающие черно-белую фотографию. Работу «Ботанический сад» Сария писала 3 дня. Ботанический сад красивый. Там много ботаник. Ходишь часто туда гулять? Мы с классом там часто бываем. А что ты из природы рисуешь? Цветы, деревья, поляны, вазы. Это твоя первая выставка? Первые. Леон Геворкян – еще один любитель пейзажей. Мальчик представил на выставке 3 живописные работы. Я нарисовала лес, потому что я люблю природу. А другие твои работы про что? Другая про космос. По мнению организаторов, детей нужно поддерживать в любых творческих начинаниях. Ведь для ребенка рисование не только полезный и увлекательный навык – это способ проявить себя. Я считаю, что нет неталантливых детей. У меня часто спрашивают: ой, мой ребенок не умеет рисовать, можно приведу? Но я считаю, что неталантливых детей нет. Каждому нужен свой подход, просто нужно найти правильное видение, чего он желает. У нас у всех разные вкусы и в еде, вкусы в одежде. И также можно найти направление, которое будет ребенку по душе. Кто-то любит графику, кто-то живопись, природу, декоративное искусство какое-нибудь. Так что каждому можно найти свой подход. Это очень развивает ребенка. Выставка продлится до 11 июня. У всех желающих есть возможность полюбоваться ярким и искренним творчеством юных художников. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.